телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Стали известны имена победителей всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток. Земля приключений». Самыми активными путешественниками стали жители Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатки. Более 70 кузнецов демонстрируют возможности якутских ножей, разрезая войлок, кости и дерево. В Якутске проходит конкурс «Битва клинков» Кылан-Кылыс. Суровый климат Якутии обязывает представителей власти заботиться о том, чтобы пассажирам общественного транспорта было тепло. Речь идет не только о надлежащем состоянии автобусов, но и о теплых остановках. В Якутске собрались труженицы со всей республики. Пленарное заседание приурочено к столетию со дня первого Всеякутского съезда трудящихся женщин. В столице региона завершается чемпионат по национальному многоборью. 16 лучших спортсменов получат путевки на игры Манчары, которые состоятся в июле этого года в селе Тыкёль Татинского района. В Москве в Национальном центре России объявили победителей второго сезона всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток. Земля приключений». Всего в этом году поступило 664 фильма, что в 3 раза больше, чем в 2022 году. 46 фильмов конкурсантов были посвящены Якутии. Ну а самыми активными путешественниками стали жители Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатки. Путешественники отправлялись в походы, сплавлялись на байдарках, восходили на горные вершины. Гран-при за лучшее путешествие по Дальнему Востоку и приз в 3 миллиона рублей получил житель Москвы Илья Большаков, старший научный сотрудник на геологическом факультете МГУ, за путешествие по Сахалинской области. Конкурс делает Дальний Восток популярнее среди путешественников, сказал Юрий Трутьев. Всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» будет распространен и на Арктику. Мы считаем этот конкурс важным. Почему? На первый взгляд кажется, что это дело самого человека. Куда он идет путешествовать, что он смотрит, но это совершенно не так. Дело в том, что каждым маршрутом, который вы прошли, о котором вы рассказали, про который сняли фильм, вы кому-то открываете глаза на Дальний Восток нашей Родины. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Якутске продолжается презентация книг, посвященных участникам специальной военной операции. В этот раз общественникам и землякам бойцов из Намского района представили книгу под названием «Яркий пример боевых друзей». В книге Эдуарда Еремеева рассказывается про дружбу двух сослуживцев в зоне спецоперации, а именно про Дмитрия Егорова с позывным «Сунтар» и про бойца Николая Романова с позывным «Ронин». За боевые заслуги якутяне были удостоены званий Героя России и орденов Мужества посмертно. Сегодня мы пришли на презентацию книги, которую написал наш земляк с нашего поселка Эдуард, который нас знает с детства, друг отца. Не понаслышке, а так на самом деле знает. Поэтому рекомендуем почитать книгу его. Кузнецы Якутии продемонстрировали остроту изготавливаемых ножей. Впервые ко Дню народного мастера в Якутске прошел конкурс на лучший якутский нож «Битва клинков Кылан-Кылыс». О том, как проходило соревнование, узнаем в следующем материале. На кадрах один из этапов испытания ножа на остроту. Конкурсными изделиями разрезают медный прут, несколько слоев войлока, канат и дерева. За определенное время нужно нарезать как можно большее количество видов образцов. По итогу, после всех манипуляций, состояние ножа сверяют с исходной остротой. В этом жюри помогает хлопковая нить. Граммовка – это проверка остроты ножа. То есть нож проверяется сначала, допустим, отрезают, 5 грамм. Потом, после всех этих испытаний, нож проверяется снова. То есть, если там 7 грамм, то есть разница в 2 грамма. Там у кого-то больше. Там уже в конце проверяется, у кого нож остроту сохранил больше. То есть, у кого меньше разница, тот и лучше. Никита Костромин родом из Усалданского улуса, села Танда. Занимается изготовлением ножей 2 года, но, несмотря на это, одержал ряд побед, в том числе на международных соревнованиях. У меня в Корнях есть свои кузнецы, но века 3 никого не было, потом что-то появилось такое желание заниматься железом. Я сам по себе самоучка, но опытом мы всегда с мастерами обмениваемся всегда.
со своими, вот, ну, кто по соседству, и часто вот на соревнованиях. Вот обмен опытом ключевое значение имеет. Например, я как самоучка, я же много чего не знал, а между собой обмениваясь опытом, я достиг вот таких-то результатов. Конкурс именно на остроту традиционного якутского универсального ножа проводится впервые. Всего на соревнования съехались около 60 мастеров из 16 районов республики. Самый дальний улус у нас Оленюкский. Представители из Оленюкского улуса были. Но самые активные это Татинский район, Мегино-Кангаласский из Горного улуса. И вчера жюри рассматривало работы лучший клинок из кричной руды и лучший клинок художественного оформления. Поступили очень красивые работы. Наши мастера умеют не только изготавливать ножи, но и как предметы даже искусства можно оценивать некоторые работы. Участники отметили высокую организованность испытаний. В состав жюри вошли народные мастера, члены Союза кузнецов республики и изготовители международного класса. После показательных испытаний кузнецами, изготовляющими самые острые универсальные ножи, стали Николай Костромин, Александр Михайлов и Семен Томский. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Якутск приехали специалисты-медики ведущих институтов страны. Это доктор медицинских наук Станислав Кучеренко и кандидат медицинских наук Антон Родионов. Эксперты приняли участие в научно-образовательной конференции «Стоп-инсульт», которая проводится в рамках одноименного федерального проекта. Их слушателями выступили 60 врачей-неврологов и других специалистов поликлиник и больниц города. Кроме того, уже 14 марта в столице республики будет организована большая конференция при участии главного внештатного невролога Минздрава России профессора Николая Шамалова. Тогда медики разберут основные порядки оказания медицинской помощи, обсудят проблемы заболевания и реализацию проектов здравоохранения. Вообще инсульт является одной из основных причин смертности. Смертность от инсульта на сегодня, за прошлый год, за 2024 год, снизилась 2 раза в сравнении от 2010 года. То есть на сегодня это 36,4 на 100 тысяч населения. Если это, 10 лет назад это было около 60 случаев на 100 тысяч населения. Благоустройство городской среды – одна из приоритетных задач муниципалитетов. Суровый климат Якутии обязывает представителей власти заботиться о том, чтобы пассажирам общественного транспорта было тепло. И речь идет не только о надлежащем состоянии автобусов, но и о теплых остановках. По этой теме из Нерюнгри следующий сюжет наших коллег. Несмотря на то, что на улице месяц март, для Нерюнгри это лишь календарная весна. На улице все так же холодно, дуют ветра, по утрам мороз. И теплые остановки – очень практичное решение. Есть люди, те, которые ежедневно на работу ездят, а зимой действительно и детей возят в садики. В общем-то, надо. Мы пользуемся. В особенности, если в 5 утра на автобус идешь, очень помогают в морозы. Расписание автобусов знаешь, подходишь ко времени. Особенно утром люди на работу едут. Сегодня в Нерюнгри уже 2 теплых остановки. В просторном помещении установлены скамейки для пассажиров. В рамках реализации программы «Защищенный город» на остановках установлены видеокамеры. К следующему зимнему сезону сеть теплых автобусных остановок будет расширена. Комфортные условия продолжают создаваться для нерюнгринцев. И главное, чтобы сами жители внимательно и бережно относились к городскому имуществу. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня Нюрбинский горный обогатительный комбинат отмечает юбилей. За 25 лет рабочий поселок Накын вырос до вахтового города. Здесь появились профессиональные династии. О представителях разных поколений поселка наш следующий сюжет. 25 лет назад в Якутии создали Нюрбинский ГОК, одно из самых молодых предприятий Алроса. В том же году отсюда отгрузили первый ковш горной массы. Приступили к горно-капитальным работам на карьере Нюрбинский. А 23 августа 2003 года забилось сердце Накына, 16-я обогатительная фабрика. Сюда пришли и рабочие из числа местных жителей. Один из них – дробильщик Сергей Васильев. Он помнит фабрику с дней основания. Вначале мы в мае на практику приехали после учебы. Еще фабрика там устроилась, устанавливали оборудование, заливали полы там. А мы просто так помогали, следили, что к чему, там, дежурили. А 18 июля,
нас приняли на работу здесь. Сначала было трудно, рассказывает, хотелось уйти, но первый начальник фабрики Сергей Каморников убедил остаться. За 22 года фабрика нарастила объемы, появились дополнительные переделы. В 2014 году запустили участок фильтрации и сгущения. На пресс-фильтрах теперь трудится сын Сергея РЛ. Я выбрал работать на Кыне из-за того, что мой отец тут работает. В детстве он много рассказывал про свою работу, из-за этого мне стало интересно. А во-вторых, как я знаю, фабрика номер 16 – это один из самых передовых фабрик. Тут используют современные технологии, дистанционное управление, автоматизированные системы. Интерес к технологиям понятен. РЛ учится в СВФУ по специальности электроснабжения. Высшее образование откроет новые профессиональные горизонты. Васильевы в Накыне не единственная рабочая династия. Мастер эксплуатации вахтового поселка Павел Марущенко также продолжает семейную традицию. Мой отец, Марущенко Сергей Владимирович, устроился в 2003 году в ноябре на участок энергоцеха энергетиком тепловодоснабжения. Он участвовал в реконструкции летнего водовода с реки Марха на буферную дамбу, в переводе котельных Данстокера с дизельного топлива на нефть. Два поколения за четверть века нашли здесь дело по душе. Если первые самосвалы Накынского поля осваивали 200 работников, то сегодня на карьерах, фабриках и в вахтовом поселке трудится 1800 человек. Их усилиями в Накыне добывают каждый пятый алмаз группы «Алроса». В Якутске собрались труженицы со всей республики. Пленарное заседание приурочено к столетию со дня первого Всеякутского съезда трудящихся женщин. Мероприятия форума включают насыщенную деловую программу, в которую вошли научно-практическая конференция, расширенное заседание клуба женщин-парламентариев Госсобрания Ильтумен и многое другое. В Театре оперы и балета прошло пленарное заседание, на котором слова благодарности и речь о важности женщин в современном мире сказали председатель правительства Якутии Кирилл Бычков и председатель Госсобрания Ильтумен Алексей Еремеев. В республиканских мероприятиях, посвященного столетию со дня проведения первого Всеякутского съезда трудящихся женщин, принимают участие делегации Верхневилюйского улуса в составе 17 человек. В состав входят все представители, в основном общественных организаций, активисты, родители наших бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции. В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. В компании «Алроса», где треть сотрудников составляют женщины, также можно найти множество таких примеров. В преддверии Международного женского дня о своей любимой работе рассказали сотрудницы компании «Алроса». Подробности далее. В алмазодобывающей компании «Алроса» трудятся порядка 35 тысяч сотрудников. Среди них удивительные женщины, которые, несмотря на свою хрупкость, вносят значительный вклад в общее дело. Женщины в промышленности становятся настоящими примерами силы духа и профессионализма. Одна из них – Галина Чечина, слесарь 4-го разряда газобаллонного оборудования. В ее обязанности входит ремонт, настройка и переоборудование газовых машин. Есть такое со стороны мужчин, что они когда заходят, они ищут кого-то. Ну, типа, увидели меня, такие развернулись, ушли. Я говорю, а чем я вам не нравлюсь? Работать-то, конечно, нравится. Ну, потому что работа каждый день, не такая рутинная. Каждый день что-то новое. Мне нравится работать в «Алросе», потому что тут предоставляют соцпакет, проезд в отпуск. Екатерина Мельник – регулировщик хвостового хозяйства гидротехнического сооружения. Вот уже 13 лет она трудится на дамбе. В ее обязанности входит тщательный осмотр оборудования. Работа регулировщика непростая, но Екатерина любит свое дело. Это классно, это интересно, но тяжело. Это правда. Потому что у нас даже часто бывает не все мужчины, которые приходят, они справляются. Дождь, слякоть, морозы, ветра. Мы работаем. В «Алросе» мне нравится это перспективы, потому что большие есть перспективы. Это как обучение. Вы можете спокойно делать карьерный рост. В компании «Алмаза Анабара» группы «Алроса» трудятся порядка 2500 человек. Среди них Сардана Мамонт, ведущий специалист отдела методологии Центра производственных систем «Алроса». Ее задача заключается в разработке и внедрении стандартов, которые помогают повысить производительность труда.
Здесь я относительно недавно, работаю меньше года. Здесь мне больше всего нравится то, что люди активные, открытые, и производственная система, бережливое производство — это вот шаг вперед на пути к стандартизации производственных процессов. Хрупкость не является преградой в сложной сфере. Женщины работают в суровых условиях северного климата, где требуется не только физическая сила, но и умение принимать быстрые решения. Они давно доказали, что являются важной частью производственной команды «Алроса» и способны справляться с любыми вызовами. Даяна Федорова, Нургун Старостин, Якутск. Ленский район продолжает готовиться к финалу конкурса «Мусустар», который пройдет с 17 по 22 марта в Якутске. 40 участников представят свои таланты в различных конкурсах и треках. Отборочные туры уже закончены. Состоялись конкурсы архитектурной и патриотической направленности. Ленчане писали эссе, проходили тестирование, квизы, принимали участие в деловых играх, в конкурсах цифровых художников. Лучшие выбраны. Среди них и вокалисты, танцоры, предприниматели, спортсмены, представители различных профессий с организацией предприятий, ну а также школьники и педагоги. Все они активная и целеустремленная, талантливая молодежь. Наш Ленский район будет участвовать в большей части конкурсов, заявленных на Мусустар. Мы участвуем в зачетных конкурсах и также незачетных активно принимаем участие. У нас есть такие конкурсы, как «Гонка ГТО», это спортивное состязание, готов к труду и обороне. Этим у нас занимается спорткомитет. Также у нас есть вокальный конкурс, танцевальный. Вокальный у нас конкурс — это Мусустар, а танцевальный — Кюн. Этим тоже занимается культура. То есть мы все вместе активно всем районам готовимся к Мусустару. Чемпионат по национальному многоборью самых универсальных спортсменов Якутии. За право взойти на пьедестал почета боролись мужчины до и свыше 70 килограммов, а также женщины в абсолютной весовой категории. О том, как прошли соревнования и кто стал победителем, расскажет моя коллега Иржена Гармаева. Многоборье – комплексная дисциплина. Она включает в себя 7 национальных видов. Якутские прыжки и вертушку, масс-рестлинг, стрельбу из лука, бег, перетаскивание камня и хапсагай. В этом году у чемпионата по многоборью особый статус. 16 лучших в каждой весовой категории завоюют для своих районов путевки на грядущие игры Манчары. Спортсмены, конечно, подготовились, потому что в этом году, еще раз повторюсь, игры Манчары. Непосредственно идет в каждом районе работа по видам, да, не только по многоборью, по национальным видам. И идет подготовка полным ходом. В этом году в чемпионате, да, заявилось, нужно отметить, да, девушек. Все-таки тяжелый вид спорта многоборье. В этом году 21 женщина участвует, это очень хорошо. Если мужчины демонстрируют свои умения во всех 7 видах спорта, то женщины в 5. Поэтому соревнования для участниц закончились раньше. Победу в общем зачете одержала Мичье Большакова из Сунтарского района. Представительница Среднеколымского улуса Алена Акакиева не вошла в тройку призеров. Стала 9-й, но все же выбила заветную путевку. По результатам первого дня я стояла на 14 месте, заняла 2-е место по масс-рестлингу. Сегодня 1-е место по стрельбе из лука. И вот сейчас по итогам бега, не знаю какое место, но не последнее точно. Чемпионат для меня 2-й раз. Первый раз выступала в 23-м году, там я заняла 2-е место. В 23-м году участников было намного меньше. И вот в этом году как раз разыгрывается путевка. Из-за этого участников намного больше, можно сказать. И из улуса представляет только 1 участник в весовой категории. 2-й день состязаний решающий и для мужчин. Самых быстрых участников определяли по итогам забегов на 400 метров. Нормально. А так оставал первым. Хотел выйти первым, но не получилось. Еле-еле как догнал. 3-м. По итогам 2 дней соревнований среди мужчин чемпионами стали Тимофей Большаков и Николай Маттананов. Лучших многоборцев якутские любители спорта увидят на 22-х играх Манчары, которые состоятся в селе Итыкюэль Татинского района с 7 по 13 июля. Иржена Гармаева, Владимир Павлов, Якутск. В Москве во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина состоялись всероссийские соревнования по масс-рестлингу памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Соревнования прошли в юбилейный 10-й раз. Кто отличился на помосте, знает Айсена Бурнашова.
Анатолий Гладков – один из самых опытных и титулованных спортсменов. Его выхода на помост ждали многие поклонники масс-рестлинга. В следующем году спортивной карьере Анатолия исполнится 30 лет. В своем весе 75 килограмм ему не было равных. Стойка – коронный прием. Анатолий Гладков, Республика Саха-Якутия. Я уже участвовал 4 раза, один раз третий, 2 года назад второе место, и вот наконец-то первое место. Вот, как бы. Долгожданная победа. Долгожданная победа. Ага. За долгожданной победой на помост вышел и египтянин Ибрагим Мохаммед. Башкирский фараон. Он учится в Уфе, будущий медик. В турнире имени Дмитриева участвует в 3-й раз. Волновался, еще ни разу не занимал первое место до сегодняшнего дня. 1-0. Победу одержал Ибрагим Мохаммед. В прошлом году 3-е место занял. 2024 год я 2-е место занял. Я в этом году приехал в Москву, что можно было считать это первое место. Золотую медаль. Египетский фараон, да. Турнир в Москве проходит ежегодно с 2015 года. 10 лет он носит имя олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Без него названия масс-рестлинг просто бы не было. Роман Михайлович, да, стоял из истоков вольной борьбы, но он стоял также из истоков развития масс-рестлинга в России, да, и, можно сказать, в мире. И действительно, Роман Михайлович предложил уникальное название, которое сегодня, уникальную аббревиатуру, которая используется сегодня во всем мире, масс-рестлинг. Сегодня якутским видом спорта занимаются в 62 странах мира. В России охвачено более половины субъектов страны. В России 118 мастеров спорта России и 16 мастеров спорта международного класса. На помост выходят семьями. Брат и сестра Галкины, чемпионы мира в супертяжелом весе. Первое место заняли. Поддержку брата ощущается? Да, конечно. Ради масс-рестлинга переезжают в Якутию. Переехала из Екатеринбурга в Якутск. Да, абсолютно верно. Это моя, так скажем, мечта. Я хочу достичь некоторых высот в данном виде спорта. Юбилейный 10-й турнир собрал в Москве лучших масс-рестлеров страны. Приехали спортсмены из 18 регионов. От Камчатки до Курской области. Всего 78 человек. Женщины боролись в 5 весовых категориях, мужчины в 9. Настоящий класс показала команда Калужской области. Завоевали сразу 5 первых мест. Якутия традиционно лидер помоста. 4 первых места. Чувашия – 2. Помост вновь выявил сильнейших. Айсена Пронашова, Виктор Олесов, Москва. Зимние виды спорта обретают все большую популярность у жителей Нерюнгринского района. Так, накануне детская сборная по фигурному катанию вернулась с дальневосточных соревнований в городе Находка, где показали высокие результаты. Ну а сегодня состоялось торжественное закрытие, где побывала и наша съемочная группа. С открытием спорткомплекса «Антрацит» в поселке Чульман Нерюнгринского района появились возможности для создания секций зимних видов спорта. Первенство Нерюнгринского района по фигурному катанию на коньках «Весенние узоры» стало очередным подтверждением того, что с самых юных лет нерюнгринцы готовы покорять любые спортивные вершины. У них большой интерес показать себя не только как физически сильного, но и плюс красивого спортсмена. Помимо детей также привлекаются и родители. То есть они принимают активное участие, приходят на тренировки. Это помогает также и помогают нам в соревнованиях там, с большой поддержкой. Появление новых спортивных ледовых спорткомплексов позволяет приобщать все больше якутян к здоровому образу жизни и давать старт новым спортивным талантам. Спортивный комплекс «Антрацит» с ледовой ареной открыт в поселке Чульман в ноябре 2022 года. А спустя 2 месяца, впервые за всю историю Нерюнгринского района, здесь появилась секция фигурного катания. Мария Васильева – единственный тренер по этому виду спорта. И к прошедшему первенству подготовка была очень насыщенной. В целом, я очень рада. Дети показали хорошие результаты, порадовали меня как тренера. Конечно, некоторые были падения, некоторые могли выступить чуть лучше, но все-таки я считаю, что показали хороший результат. Я вижу большой прогресс, особенно по сравнению с началом нашего пути рабочего. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем тоже будем также продолжать работать, развиваться.
Судейской коллегии было непросто определить лучших в каждой возрастной категории, но каждое выступление вызывало настоящий восторг у пришедших зрителей. Спасибо большое поселку Чульман, что у нас есть каток для детей. Вообще здорово. Дети супер просто. Болею, конечно, за свою дочь, за дочь у меня друг, у него тоже дочь выступает, конечно, за них болеем. Ну и вообще за всех наших чульманских детей. Нам всего 4 годика. Вот, я очень горю этим спортом и хочу, чтобы моя дочечка этим тоже занималась. Очень нам нравится кататься. И дочечке тоже нравится, и будем продолжать в том же духе. Впереди у юных нерюнгринских фигуристов упорные тренировки, новые турниры, блестящие выступления и, конечно, победы. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Оставайтесь с нами.